Всем привет! Я Лана Попова, стилист. И сегодня мы начинаем нашу новую рубрику «10 стильных вопросов». Смотрите, лайкайте, комментируйте и сильно не ругайте. Всем привет! С вами я, Лана Попова, и у нас в гостях Велена Петухова. Всем привет! Велена у нас признанная красавица, она многодетная мама, предприниматель. Также она строит карьеру в госучреждении и является на данный момент начальником отдела. Ты сейчас находишься в декретном отпуске. Расскажи, как ты все это успеваешь? Я стараюсь планировать свой день. Сейчас у меня даже больше времени, потому что я сижу по уходу со своим третьим ребенком, занимаюсь предпринимательством. У меня магазин товаров для дома, посуды, и также мы перед Новым годом занимаемся поставкой елок. Стараюсь планировать. Самое главное — это планирование, чтобы не забыть о каких-то срочных делах, потому что в домашней суете все равно это можно забыть. Я советую планировать свой день. Планирование — это дисциплина, да? Да. Так, скажи, что составляет основу твоего гардероба? Я бы не сказала, что сейчас у меня полностью гардероб сформирован, так, чтобы, как советуют стилисты, но я стараюсь, потихоньку я иду, но в основном у меня классика и больше таких простых вещей, базовых, которые я могу сочетать вместе. Хорошо, так, следующий наш вопрос. Как считаешь, внешний вид, он имеет значение? Помогает? Я считаю, что да, потому что, несмотря ни на что, в наше время, многие встречают по одежке. Это я не имею в виду, что у тебя должны быть какие-то дорогие вещи из дорогих брендов, из дорогих брендовых магазинов. Просто человек должен выглядеть опрятно. Я, например, не выбираю только дорогие магазины. Я одеваюсь в масс-маркетах, но считаю, что аксессуары, такие как часы, обувь, сумка у женщины должны быть хорошие на долгое время из хороших, дорогих брендов. Качественные, имею в виду. А базовая одежда, она может быть из масс-маркета. Хорошо. Так, и следующий вопрос у нас. У тебя есть любимые бренды? Прям как таковых любимых я, наверное, скажу, что нет, потому что я могу одеваться в простых магазинах, могу выбирать даже наших местных дизайнеров, если мне эта вещь понравится. Считаю, что главное, чтобы человеку шла эта одежда. Я прям не бегу за модой, не беру то, что мне не идет. Я обязательно подбираю под себя, под свой рост. Если это комфортно, красиво выглядит, удобно, я могу это приобрести. Даже на данный момент у меня футболка, например, это дизайнером является моя сестренка, наша местная. Что тебе больше нравится, онлайн-шоппинг или ходить по магазинам и выбирать самой? Сейчас мне больше нравится онлайн-шоппинг, потому что это занимает меньше времени и силы не тратить, чтобы ходить по магазинам. И также я уже с размерным рядом определена, поэтому в тех магазинах, где я заказывала, мне проще их заказать онлайн, чем их везти. Даже в поездках в основном, когда мы путешествуем, я стараюсь не брать из одежды именно ничего, потому что я могу это заказать онлайн. Удобнее. Бывают ли у тебя необдуманные эмоциональные покупки? Да, бывают, конечно, но я стараюсь это контролировать. В семье я больше экономист, стараюсь выбрать качество и, соответственно, цена, чтобы была. Какие трудности бывают у тебя при выборе одежды, если они бывают? Так, трудности, за счет моего роста, наверное, у меня многие размеры коротковаты бывают, в рукавах, в брюках, поэтому в этом проблема в основном. Какой у тебя рост? 175 сантиметров, но европейские размеры мне подходят, европейские бренды. Так, следующий наш вопрос. Брюки или юбка? Больше брюки в повседневной жизни, на работе юбки, а брюки, потому что я активный человек. Я стараюсь везде успеть,
Ну и мне, соответственно, удобно в брюках это все делать и в удобной обуви. Так, следующий вопрос. Кто тебя вдохновляет? Я бы не сказала, что конкретно вот сейчас, на данный момент, меня кто-то вдохновляет, да, я в основном использую Инстаграм, да, соцсети, я подписана на многих стилистов, на местных, не местных, и смотря на их посты, вдохновляюсь вот новой модой, новый стиль, то, что модно в этом году. А я думаю, основа, да, все-таки основу мне заложил мой отец, потому что он у нас был такой модник, можно сказать, и с детства, моего детства он, когда уезжал в командировки, обязательно привозил нам что-то такое модное, да, и вот среди ровесников мы были одни из модных с сестренкой и со своими, родней, да, можно сказать. Это все-таки направил с детства, что ли, меня отец, да, и он всегда говорил, что в любой ситуации человек должен выглядеть опрятно, красиво, вплоть до вот здоровья зубов. С детства он мне говорил, что нужно следить обязательно. За внешним видом обязательно нужно следить. Он был примером для вас. Да, он был для нас большим примером. Итак, что же у тебя в сумке? Так, сейчас посмотрим. Сегодня у меня большая сумка с собой. В первую очередь это кошелек. Кошелек красного цвета. Расскажи, почему он такой? Когда-то я слышала, я особо не увлекаюсь, да, фэншуем, но вот когда-то я слышала, что кошелек должен быть красный, поэтому он у меня красный. Так, карт-холдер, да, здесь у меня водительское удостоверение, карточки, ключи от машины, наушники для удобства, ключи, косметичка. А что в косметичке? Так. Сегодня у меня в косметичке малая часть, можно сказать, женских штучек. Так, это вот карандаш для бровей, кисточки, да, основные. Блеск для губ. Это тинт, который я использую тоже и на глаза, и на румяна, и на губы. Это у меня корректор, хайлайтер. Это тоже хайлайтер другой фирмы, просто румяна. И бальзам для губ, и корректор. Корректор использую вот так. Какие там бренды? И где ты это заказываешь или покупаешь? Бренды разные, начиная от самых дешевых Vivienne Sabo, да, самые такие оптимальные, кстати, по качеству очень хорошие. Заканчивая брендовыми, это Dior, тут у нас Estee Lauder. Наши российские бренды, это Романово Мейкап. Заказываю я на сайтах в основном. Это, например, такой сайт, как L'Etoile, Rive Gauche. Sephora, например, у них свой сайт есть. Dior, это Rive Gauche, L'Etoile, да, например, брендовые какие-то вещи. Романово, они тоже продаются как у нее на своем сайте, да, или на больших сайтах Rive Gauche, L'Etoile. Расскажи нам о своем рецепте красоты. Конкретного рецепта красоты у меня нет. Я вообще действую интуитивно, можно сказать, да. Но я считаю, что семья счастлива, когда мама счастлива, да. Это начинается все с этого. Начинается все с мамы дома. Настроение дома зависит от настроения мамы. И мама, считаю, должна не полностью отдаваться семье, домохозяйству, должна все равно развиваться, иметь какое-то свое хобби, выделять для себя обязательно время, стараться, да, как-то спланировать так, чтобы если женщина будет очень уставшей, напряженной, соответственно, все вокруг будут напрягаться, да, и всем будет нелегко. Поэтому я советую, и я сама тоже так делаю, стараюсь заниматься, вот сейчас я начала заниматься спортом, это тоже уделяю себе время, хобби. Хобби у меня только развивается, я только обучилась на бровиста, мастера по бровям. Буду этим заниматься, как любимое мое дело, да. И также даже если у вас нет никаких там срочных дел, да, но чтобы собраться мыслями, можно просто выйти в ближайшее кафе, заказать себе там чашечку кофе, чая, да, посидеть, спланировать
свой день или свою неделю. И хотя бы час в день побыть с собой одной, собраться с мыслями, да, и возвратиться к детям. Я думаю, час отсутствия тебя дома, ничего там грандиозного не произойдет, но зато ты будешь в хорошем настроении, легкая, счастливая. Это отличный способ, я считаю. Велена, спасибо тебе большое за эту встречу, за то, что уделила нам время, ответила на вопросы. Мы с вами увидимся через неделю, в понедельник. До новых встреч. Всем пока!